Этот вопиющий случай произошел в селе Учкун Нарынской области. По словам матери погибшего младенца Миргуль Джусуповой, она оставила своего 1,5-годовалого сына жене покойного брата, чтобы та помогла отучить его от грудного вскармливания, а затем уехала на заработки в столицу. Никаких беспокойств по поводу того, что с ребенком будут плохо обращаться, у Миргуль не было. Ведь родственница вырастила 4 детей, а значит, опыт воспитания у нее большой. Периодически женщины созванивались, но, по словам матери ребенка, никаких разговоров о том, что малыш плакал или чувствовал себя плохо, не было. 8 февраля я позвонила своей снохе и сказала, что на днях приеду и заберу ребенка к себе в Бишкек. Ведь ранее она говорила, что от груди он уже отлучился, кушал самостоятельно. Однако она начала отговаривать, мол, холодно, потерпи, пока тепло станет. Работай спокойно, деньги зарабатывай. Если бы мне кто-нибудь сказал, что его бьют, я бы тут же примчалась. Теперь он мертв. Я до сих пор не могу в это поверить. Смерть ребенка констатировал местный врач, которого пригласила женщина, когда малыш потерял сознание от сильных побоев. Он же и позвонил в милицию. Оказалось, что мальчика систематически избивали каждый раз, когда он начинал плакать. Все 1,5 месяца, что он находился в доме тети. По факту возбуждено уголовное дело. Женщину на время разбирательств водворили в СИЗО. Ее обвиняют по статье Уголовного кодекса убийства. Это от 8 до 15 лет лишения свободы. Была назначена судебная медицинская экспертиза. И по предварительным данным экспертов, ребенок скончался от нанесения тяжких телесных повреждений. И имеются гематомы в области головы и другие факты, подтверждающие избиение. Возбуждено уголовное дело по статье 97, часть 2. Меж тем, широкой общественности все чаще становятся известны случаи о зверствах взрослых, которые те учиняют по отношению к детям. Ежегодно в Кыргызстане лишь по официальным данным специалисты фиксируют около 200 случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. К примеру, новорожденный младенец, которого родная мать выкинула в туалет и которого впоследствии ей вернули, оправдав действия женщины после родовой депрессией. Или 5-месячная девочка из Иссыкульской области, которую заморили голодом до смерти. И самый известный случай безжалостного отношения к ребенку. История маленького Ибрагима, который едва не скончался от побоев и издевательств родных дяди и тети. В данной ситуации на сегодня депутаты местных кенешей, местные органы самоуправления, они должны знать жизнь каждого своего жителя, знать каждую семью, которая находится в группе риска. То есть организовать повсеместное исследование каждой семьи, где дети проживают без родителей. И, соответственно, в первую очередь оказать им помощь, провести предупредительные работы, если это родители оставляют без надлежащего присмотра и оставляют в опасности. И, соответственно, привлекать к ответственности. Психологи же видят несколько причин, почему матери теряют материнский инстинкт. И вместо того, чтобы холить или леять свою кровиночку, умышленно или нет, подвергают жизни собственных детей опасности. Здесь конкретно несколько факторов может быть. Во-первых, тяжелые социальные условия, когда вынужден оставлять ребенка и поехать на заработки. Второе – это просто пренебрежительное отношение к ребенку, непонимание ценности ребенка, его значимости в своей жизни. И третье – это, конечно, могут быть и аддиктивное поведение, то есть какие-то зависимости. В таком случае о каком институте семьи может идти речь, когда детей нужно защищать от самых близких им людей? До тех пор, говорят специалисты, пока нерадивых родителей не будут наказывать по всей строгости закона, говорить о сокращении случаев насилия над несовершеннолетними не имеет смысла. Екатерина Ступкина, Александр Симонов, НТС.